Сохранить культуру и традиции в современных условиях депутаты Госсовета Чувашии провели выездное заседание Комитета по социальной политике и национальным вопросам соседней республики. В Дрожжановском районе вместе с коллегами-парламентариями Татарстана они обсудили вопросы сохранения народных традиций и внедрения современных технологий в сфере культуры. 22-й объявлен президентом страны годом культурного наследия народов России. В Дрожжановском районе тесно переплетаются татарские, чувашские и русские традиции. Как они взаимодействуют и чему учатся друг у друга, в репортаже Татьяны Молоковой. Это каждую ниточку тут надо сделать. Фольклор, традиционное чувашское ткачество – все это жители села Новый Убей знают с детства. Здесь испокон веку проживают вместе чуваши, русские и татары и сохраняют традиции, а еще гордятся своими земляками. В сельском доме культуры работает музей Петра Дементьева, министра авиационной промышленности Советского Союза. А юные жители села занимаются авиамоделированием. Более 40% населения Дрожжановского района Татарстана – чуваши. Проникновение культуры, языков, традиций здесь давно не делят по национальности, а границы только внешние. Как сохранить и приумножить традиции в современных условиях? Этот вопрос стал основным в повестке совместного заседания. В Татарстане работают школы и детские сады с этнокультурным чувашским компонентом. Издается республиканская газета «Сувар», муниципальная газета на чувашском языке. Но популяризация культуры уже невозможна без современных технологий. Я хочу сказать, что Чувашская республика, это мы с ней идем плечом к плечу, потому что они очень большое внимание уделяют развитию национального языка и национальной культуры, а также национальное образование. Вот я знаю, недавно там разработали инновационный учебник для изучения чувашского языка. Там есть очень много интересных примеров, которые нам бы не грех перенять, потому что они пытаются приблизить национальный язык к потребностям молодых людей, сделать его привлекательным, сделать его удобным, сделать его, наконец, престижным для изучения. Нам, имеющуюся ту базу, дальше надо развивать. Дальше надо умножать. Почему сегодня уже цифровая технология? Вот это учитывается максимально сейчас переходить на цифровую технологию. Для чего? Для того, что все нам нужна информация. Чтобы культуру, обычаи, язык максимально до всей молодежи особенно довести. Культура переживает сейчас цифровую трансформацию как в Чувашии, так и в Татарстане. Сохранение наследия, создание электронных каталогов, книжных фондов, объектов музыкального и декоративно-прикладного искусства, продажа билетов онлайн, виртуальные концертные залы, мультимедиа-гиды. В Татарстане запущена информационная система, электронный реестр объектов нематериального культурного наследия. В него включены около 80 объектов, в том числе и праздник чувашской культуры Уяв, фестиваль Чувашии Закамья Учук и другие объекты чувашской культуры. Это наша работа, это наша обязанность в многонациональных субъектах поддерживать друг друга, сохраняя свой язык, традиции, обычаи, культуру, одежду, кухню, если хотите, все это дело. И мы в этом едины. Цифровизация культурного наследия – важное направление работы и в Чувашии. В республике создается цифровая национальная библиотека, в которой содержится свыше 40 тысяч текстовых и аудиовизуальных документов. Внедряется интернет-портал «Наследие Чувашии». Реализуется проект «Этникум», направленный на сохранение и популяризацию чувашского культурного наследия средствами мультипликации. Границы нас не разделяют. Вот эта граница между Татарстаном и Чувашской республикой, она нас сближает. У нас нет ближе народа, чем татары. Наши встречи сегодня в первую очередь важны для молодежи, чтобы они сохранили обычаи, традиции, культуру. Важно, что в обеих республиках реализуются творческие проекты, ведется серьезная аналитическая и законотворческая работа. В этом году при участии региональных парламентариев был разработан проект федерального закона о нематериальном этнокультурном достоянии России, который прошел первое чтение и в сентябре выходит ко второму. Татьяна Молокова, Павел Редков, Республика из Татарстана.